На работу сейчас в командировке едем. Для этих москвичей поездка в казанском такси закончилась, едва начавшись. Они воспользовались машиной, у которой на крыше не было фонаря в виде шашечек и такого же обозначения на бортах. Таксиста остановили сотрудники госавтоинспекции и Минтранса. Водитель оказался из Таджикистана и признался, правил не знает. Ну, шашки нету, говорят. Как вот. так получилось? Ну, вот арендую машину, езжу. Ни разу не сталкивался с этой проблемой. Вот первый раз сталкиваюсь. Теперь буду знать, не знал. Сколько работаете уже вы? Ну, год почти. На таксиста составили административный протокол, а пассажирам пришлось искать другую машину. Не смутило, что вот шашки нет, потому что по новому закону уже у них там должны... А это часто встречается везде. И у нас дома, и здесь. Остановиться на обочине для составления протокола пришлось и таксисту из Кыргызстана. До этого он работал в Москве. Говорит, в Казани всего полгода и с правилами не знаком. Я из Москвы так работаю. Если без шашки, 30 тысяч штраф. А здесь ничего такого нету. У меня каждый день остановит, я первый раз сейчас. В конце прошлого года в Татарстане упорядочили работу такси. По закону все, кто занимается извозом, должны войти в специальный реестр и привести машину в установленный вид. У нас автомобиль, который осуществляет деятельность по перевозке такси, должен обязательно быть оборудован фонарем и цветографической схеме в виде шашечек черно-белого, контрастного цвета, которая показывает, что это такси. Цвет машины белый либо желтый. Отсутствие хотя бы одного компонента грозит таксисту штрафом. Это нарушение влечет наказание 3000 рублей для водителя, управляющего транспортным средством. Водители, приступая к работе, должны сами позаботиться в первую очередь, убедиться, что они соответствуют требованиям. После нововведения реестр такси в Татарстане увеличился в 2 раза. Сейчас это более 10 тысяч авто. Это одна из причин увеличения аварийности с такси, предполагают в Минтрансе. С начала года в Татарстане в 4 ДТП с участием такси погибли 5 человек и 7 получили травмы. Так, в начале июля в Альметьевске такси столкнулся с микроавтобусом. Пассажирка погибла. У таксиста не было разрешения на перевозки. Сообщения о резонансных ДТП приходят и из других регионов. Накануне таксист устроил ДТП в Подмосковье. Также на МКАДе такси влетело под грузовик, а потом большегруз смял легковушку. В центре Оренбурга такси врезалось в столб, пассажира госпитализировали. Особое внимание инспекторов уделяется законности осуществления перевозок, осуществления трудовой деятельности иностранными водителями, соблюдениями миграционного законодательства, а также технической исправности транспортных средств, осуществляющих перевозку. По всему Татарстану операция такси будет идти до конца июля. За неделю выявили около 500 административных правонарушений. Дмитрий Арин, Игорь Романов, ТНВ, Казань.